Напишите на сидикова. Все нормально. Тут на колокол. Может, Путинку-то спекал? Может, и учитель. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем вебинар, который посвящен организации и проведению республиканского конкурса чтецов, посвященного юбилейным датам коми-писателей и поэтов. Данный конкурс проводится по приказу Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми от 16 июля под названием «Об организации и проведении республиканского конкурса чтецов, посвященного юбилейным датам коми-писателей и поэтов». Цель конкурса – речевое развитие, формирование интереса к художественному слову, развитие умения чувствовать красоту, выразительность, поэтическое слово обучающихся. Задачами конкурса является развитие интереса школьников к чтению, исполнительскому мастерству, творчеству коми-писателей и поэтов, повышение качества изучения родного языка, родной литературы, выявление и поддержка талантливых детей, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Что касается сроков проведения конкурса, как можно было увидеть в положении, конкурс проводится в период с 23 сентября по 20 ноября этого года. В этом году он проходит в двух формах – заочной и очной. Прием заявок и конкурсных работ для участия в заочной форме с 23 сентября по 31 октября. Прием заявок для участия в очной форме с 23 сентября по 31 октября. Очный этап конкурса состоится 20 ноября. В конкурсе могут принимать участие, как и в прошлом году, обучающихся 5-11 классов государственных муниципальных общеобразовательных организаций, первых и вторых курсов средних профессиональных образовательных организаций в следующих возрастных категориях. Это обучающиеся 5-7 классов, обучающиеся 8-9 классов и обучающиеся 10-11 классов. Что касается порядка и условий проведения конкурса, количество участников заочной формы не ограничено, то есть можно присылать неограниченное количество видеороликов, но в то же время участник заочной формы не имеет возможности принимать участие в очной форме конкурса. Количество участников очной формы конкурса ограничено. От муниципального образования составляет не более 3 человек, от государственных и профессиональных образовательных организаций также не более 3 человек. Согласно положению, в районах, в своих городах необходимо провести муниципальный этап конкурса, то есть отобрать лучших обучающихся, которые имеют возможность принять участие уже здесь очно в Сыктывкаре, то есть не более 3 человек. Что касается произведений, которые будут озвучены, то есть обязательным условием это коми-язык, стихотворение должно звучать на коми-языке, продолжительность выступления не более 5 минут и объем не менее 16 строк. Для детей, которые принимают участие в конкурсе заочно, это должна быть видеозапись конкурсной работы. Она должна состоять из следующих частей. Обязательно надо представить себя как участника, фамилия, имя и класс, представить автора исполняемого стихотворения, представить название исполняемого стихотворения и непосредственно исполнить художественное произведение. Если в прошлом году обучающиеся готовили стихотворение Виктора Алексеевича Савина, в этом году можно выбрать стихотворения таких поэтов, как Куратов, Фролов, Щербаков, Попов, за исключением произведений, которые входят в образовательную программу по родной коми-литературе. Для участия в конкурсе муниципальные органы управления образованием, администрации государственных общеобразовательных профессиональных образовательных организаций до 31 октября направляют электронную заявку, пройдя по следующей ссылке. Данный момент я хочу выделить в особенности, то есть заявку формирует не сам участник, а управление образования.
Видеозапись конкурсной работы также отправляет управление образования, но уже на электронный адрес, который вы сейчас можете увидеть. Контактный телефон для связи можно увидеть сейчас на экране, и по всем вопросам, которые возникают, звонить или звонить можно еще и писать на электронную почту. По крайней мере, на сегодняшний момент уже были обращения, связанные с порядком, условием проведения конкурса. Собственно, все, что связано с конкурсом, обозначено в положении. Единственное, может быть, возникнет трудность, файл, который присылался на электронную почту в PDF-формате, и ссылка получается нерабочей. В таком случае звоните, я буду отправлять эту ссылку уже в адресном порядке вам на электронные почты. А сейчас я хочу передать слово председателю конкурса чтецов прошлого года. Это Елена Васильевна Остапова. Она тоже скажет пару слов об этом конкурсе. Ага. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые руководители образовательных учреждений, учителя, методисты и все заинтересованные в проведении этого мероприятия люди, скажем так, да. Хотелось бы всех поблагодарить вначале за активное участие в таких конкурсах. Я в прошлом году была председателем жюри, но до этого почти каждый год была зрителем. И всегда с вниманием и с интересом слушаю наших детей и вижу работу учителей. И что хотелось бы сказать? Конечно же, прошел уже год, и какие-то пожелания, наверное, нужно пораньше, да, высказывать. И должна отметить, что отчеты у нас делались, да, по прошествии этого мероприятия. Вы, наверное, их даже получили, я не знаю точно. И вот, вспоминая этот конкурс, могу сказать вот что. Конечно же, зависит от таланта ребенка, да? От таланта ребенка, от заинтересованности учителя, от таланта самого учителя. И потому что здесь нужна режиссура, если так говорить уже. Но все равно на первом месте это когда говорится от души, от всего сердца. Когда чувства, слова, образы совпадают. Да? Но в связи с этим хочется выразить вот такие пожелания, что совсем не обязательно инсценировать то, что показывается, то, что читается. Не надо это как бы показывать движениями и так далее, это жестами, да, потому что это во многом мешает. Это может помешать и ребенку высказаться, и зрителю увидеть то, что хотят сказать. Понимаете? Вот, потому что, тем более у нас в этом году вот будет конкурс стихотворений, как я поняла, да? Потому что везде звучит стихотворение, прозы не будет, да? Стихи — это чувство, да? Так, а второе, у нас есть такой критерий — оригинальность, и он всегда вызывает вопросы. И у меня тоже он вызывает вопросы. Я даже в прошлом году написала вот конкурса, да, этого, что нужно либо уточнить, либо его совсем убрать, да, потому что потом начинают очень сильно оригинальничать, в кавычках. Видимо, учителя, чтобы вот как-то соответствовать всем критериям. Сюда входит, я смотрю, и, скажем так, оформление, да, подбирают картинки каждому движению, каждому слову. И бывает так, вот у нас в прошлом году, по-моему, этого не было, а раньше было то, что говорится об одном герое, а показывается другой герой. То есть там были звери, птицы и так далее, и деревья, и они не соответствовали. Да? Например, там лиственница, а показывают елку. Или даже, например, оленя показывают лося.
Вот. И так далее. Вот. Ну, наверное, это дети сами делали, но, значит, все это надо смотреть. Этого вообще-то не нужно, потому что это отвлекает внимание. Ты не слушаешь, а смотришь, да? Ты не можешь ни там сосредоточиться, ни там. Вот. Так что сосредоточьтесь, пожалуйста, на слове, на произведении. Дальше хотелось бы сказать, ну, я это уже могу утверждать и как бы по своим наблюдениям по работе со студентами даже. То есть это наши выпускники, вот первый курс. Не спешить, слова говорить четко, даже в конце фразы, в конце стиха. Не заглатывать, да, и не жевать. Такое бывает, как-то как говорим, так и читаем, да. При говорении это, при речи спонтанно это нормально, а при чтении художественного произведения уже нет. Значит, выбрать, ну, учителя литературы знают, что это такое логическое ударение, да, то есть главные слова в каждом стихе, значит, перед ними нужно делать паузу. Но это самые простейшие правила, но они не всегда выполняются. Вот. Ну, конечно же, потом проявлять творчество. Это я не говорю, что нужно вот встать смирно и просто читать как с паузами и с дикцией, да, хорошей. Но это как бы самые первые, основные требования. Вот. Что же у нас дальше? Ну, вот в основном это. Но впечатления хорошие. Честно говоря, да, год от года становится как-то уже и нам яснее, на что реагировать, да, на что способны наши дети и учителя. Требовать с них прямо вот актерского мастерства тоже нельзя, потому что это совсем другая профессия, да, и актеры, они по-другому смотрят на текст. Вот, поэтому не надо переигрывать. Вот. Пусть это будет от души. И вот, как было сказано, конечно же, лучше всего произведение не по школьной программе. Это покажет и широту, да, как сказать, знаний, да, и учителя, и ученика, и интересы, да, к поэзии, к коми-поэзии. Да, не бойтесь, пусть дети не боятся. Бывало так, что выходят, забудут, еще раз выйдут. Было такое у нас, да, что потом уже и плачет ребенок, и хочет все равно высказаться, потому что чувствует, что вот не доработал, не доделал. Да, как-то нам нужно поспокойнее к этому всему относиться. Вот, костюмы тоже. Костюмы, вот на это, кстати, надо обратить внимание. Мы стремимся, да, детей одеть. Что нашли, это мне, знаете, даже напоминало вот наше детство, когда вот художественная самодеятельность была, и мы кто из чего что делали. Вот сейчас этого не надо уже, пусть лучше, пусть будет одна деталь, если нужно там косыночку, или, ну, просто, не знаю, какой-то, или вообще ничего не будет. Но если уже хочется, да, вот прям требуется, да, или там ленточка, или что-то. Если нет, то нет, не надо. Ну вот, пожалуй, все. И я еще раз хочу поблагодарить, что вот это вошло в систему, да, вот конкурс чтецов, республиканский, и заочно действительно отправляют. Я, правда, не помню, кто-нибудь был в каком-то году победитель именно заочного участия, ну, или нет, или все-таки побеждают очники. На это, пожалуйста, тоже обратите внимание. И вот у меня просьба к руководителям, к администрации давать зеленый свет. То есть дать транспорт, да, дать возможность учителю, да, и ребенку, дать транспорт, помогать во всем. И я хочу сказать, что здесь же питание бесплатное было, да, каждый год, не знаю, как будет в этом году, то есть для детей, то есть это все условия здесь созданы. И переодеться можно. И вот говорят в микрофон, может быть, иногда и тоже непривычно детям говорить в микрофон, но они очень смело выступают, и ничего такого сверх как бы, да, не происходит уже, все хорошо как-то. И давайте в этом году тоже так на подъеме, с желанием проведем. Потому что, видите, 4 автора представлены, да, хоть юбиляров еще больше, и там есть авторы, ну, полузабытые, скажем так, да, или мало изучаемые в школе. Так что давайте искать и находить интересные произведения.
возрождать их, да, давать им новую жизнь, скажем так, и в путь, пожалуйста, давайте, мы будем вас ждать с удовольствием. Если будет в интернете, да, показываться, я тоже посмотрю. И со студентами будем смотреть. Спасибо большое еще раз. Спасибо всем. Елене Васильевне. Да, и еще одно из пожеланий, которое было высказано жюри в прошлом году, не увлекаться постановками. То есть это также отвлекает. Не сценировать, Не вот я сценировать, сказала, да. И что еще хотела добавить, имена победителей заочного этапа конкурса вы также узнаете уже 20 ноября, когда будет проходить очный этап конкурса. А отдельно, что ли, да? Очники, победители и заочники. Они Да, вместе конечно, смотрятся? конечно. Заочные отдельно? будут отдельно, да. И очные будут также отдельно. В принципе, на этом у нас все. Контактный телефон вы видите, по любому вопросу можете звонить, и мы ждем ваших заявок. Большая просьба не затягивать, до 31 октября определиться с лучшими чтецами и отправляйте ваши заявки уже нам. Всем спасибо. Работы. И работы, конечно, Да. видеозаписи. До свидания, всего доброго. Спасибо.